Nachtje World представляет. Военное значение имамата. Когда мы говорим о военном, а следовательно и о политическом значении имамата Чечни и Дагестана, часто приходится слышать такое возражение. Да, Россия на протяжении десятилетий вела тяжелую войну против государства мюридов, но ведь отдельный Кавказский корпус воевал не только на Северном Кавказе, не только против имамата, но и в Закавказье, против Персии и Турции. Это действительно так. Отдельный Кавказский корпус вел войны не только на Северном Кавказе, но и в Закавказье, против таких сильных и крупных держав, как Иран и Турция. Но давайте посмотрим, какие военные силы Россия использовала в Закавказье, а какие на Северном Кавказе, против мюридов, Чечни и Дагестана. В этом вопросе нам поможет разобраться российский военный историк, генерал-майор Ростислав Андреевич Фадеев. Цитата. «Из 270 тысяч войска, неподвижно прикованного к Кавказу с 1854 до половины 1856 года, оборона Кавказа от внешних врагов, считая тут и все гарнизоны пограничных крепостей, занимала едва ли 70 тысяч человек. Остальные 200 тысяч представляли бесплодную жертву, вынуждаемой от государства мюридизмом. При высокой стоимости войск на Кавказе эти 200 тысяч равнялись для материальных средств государства по крайней мере 500 тысячам в России, то есть почти всей массе наших действующих сил. Фадеев, 60 лет Кавказской войны. Тифлис, 1860 год, страницы 60-61. Как мы видим, из 270 тысяч российских войск на Кавказе имамат Чечни и Дагестана приковал к себе 200 тысяч российских войск. И содержание этих 200 тысяч обходилось российской казне как содержание полумиллионной армии на территории России, то есть, по сути, всех вооруженных сил России того периода. Для сравнения, на 59-й странице своей книги Фадеев отмечает, что для победы над Турцией на Кавказском театре военных действий России в 1853 году хватило 9 тысяч войск, а в 1854 году 17 тысяч. Причем в обоих случаях турецкая армия пятикратно превышала российские силы. А армия имамата состояла оценочно из 15-20 тысяч мюридов, но самое многочисленное войско, которое единовременно выставил имам Шамиль, насчитывало лишь 12 тысяч бойцов. При этом мы должны знать, что в 1856 году, после окончания Крымской войны, Россия начала переброску на Кавказ дополнительных войск и довела численность отдельного Кавказского корпуса до 320 тысяч. И эти дополнительные 50 тысяч войск, переброшенные на Кавказ, были сосредоточены исключительно на Северном Кавказе и почти целиком против имамата, потому что активные действия в тот период проводились только на Северо-Восточном Кавказе. Таким образом, численность российских войск, сосредоточенных на Северном Кавказе, была доведена до 250 тысяч. Теперь коснемся вопроса о российских военных потерях в ходе Кавказской войны. Обычно все, кто обращается к этому вопросу, оперируют данными, изложенными в исследовании российского военного историка генерал-майора Антона Людвиговича Гизетти.
Сборник сведений о потерях кавказских войск во время войн Кавказско-Горской, Персидской, Турецких и в Закаспийском крае в 1801-1885 годах. Тифлис, 1901 год. Гизетти называет такое количество российских потерь в Кавказской войне 1801-1865 годов. Убитыми более 800 офицеров и около 25 тысяч нижних чинов. Ранеными более 3000 офицеров и более 60 тысяч нижних чинов. Пленными 92 офицера и около 6 тысяч нижних чинов. В число безвозвратных потерь не включены военнослужащие, умершие от ран или погибшие в плену. Кроме того, по мнению Гизетти, число умерших от болезней в местах с неблагоприятным для европейцев климатом в 3 раза превышает число погибших на поле боя. Таким образом, численность погибших в Кавказскую войну российских генералов, офицеров и нижних чинов составляет около 25 тысяч. Учитывая, что по сведениям Гизетти число умерших от болезней на Кавказе российских военных в 3 раза больше, чем число погибших в бою, общую численность потерь мы можем увеличить до 100 тысяч. Если же считать, что из раненых, около 65 тысяч человек, выживала примерно половина, то потери российских военных убитыми и умершими от ран и болезней составят не менее 130 тысяч человек. Из них в боях и от ран погибло 55 тысяч, а от болезней 75 тысяч. Следует уточнить, что речь идет о потерях в войне, которую Гизетти называет Кавказско-Горской, то есть в войне северокавказских горцев против колониальной Российской империи. Но это не единственные данные. Приведем другие. Вот что пишет в книге воспоминаний «2 года в России» Хуан ван Гален, испанский генерал, вождь бельгийских повстанцев против господства Голландии. И цитата. «Каждый год Ермоловская армия теряет 20-30 тысяч солдат и соответственное количество генералов и офицеров. Это доказывает, что он не жалеет пушечного мяса для бойни, конца которой не предвидится». Теофил Лапинский, польский революционер, который во главе европейских добровольцев принял участие в Кавказской войне на стороне горцев, в своей книге «Горцы Кавказа и их освободительная война против русских» Гамбург, 1862 год, пишет, цитата: «Офицеры, которые долгое время служили на Кавказе, уверяли меня, что каждые 7 лет эта армия вновь реформируется. Это значит, что в течение 7 лет состоящая из 120 тысяч людей регулярная армия от болезней, лишений и войны полностью уничтожается и всегда должна пополняться свежими войсками. Потери нерегулярного войска, казаков и милиции здесь не принимаются совсем во внимание. Это сильное кровопускание для России, которое по этому расчету со времен царицы Екатерины II похоронило в горах Кавказа более 1,5 миллиона солдат». Граф и потом светлейший князь Александр Иванович Чернышев, который в продолжении всего царствования Николая I занимал пост военного министра, то есть был весьма осведомленным человеком, отмечал, цитата: «На бумаге численность правительственных войск точно никогда не учитывалась, хотя считается, что в кавказских кампаниях 1834-1859 годов погибло 500 000 русских». Цитируется по книге Лесли Бланш «Сабли рая»,
перевод с английского, Баку, 2016 год. Морец Августович Коцебу, генерал-лейтенант, сенатор Российской империи, то есть человек тоже весьма осведомленный, писал, цитата: «Ежегодная убыль в русских войсках Кавказского корпуса простирается до 10 тысяч человек». Цитируется по книге Гаджиева и Пикмана «Великие русские революционные демократы о борьбе горцев Дагестана и Чечни». Махачкала, 1972 год. А вот что писал Евгений Александрович Головин, генерал от инфантерии, генерал-адъютант русской императорской армии, который с 30 ноября 1837 года по 25 октября 1842 года занимал пост командира отдельного Кавказского корпуса. Цитата: «В 1838-1843 годах на Кавказе ежегодно гибло до 30 тысяч наших солдат, и шестая часть доходов российского государства шла на ведение войны в том крае». Источник: очерк «Положение военных дел на Кавказе» с начала 1838 по конец 1842 года. Рига, 1847 год. Следует добавить, что основные потери российские войска несли в Чечне. Так, Александр Павлович Свистунов, начальник штаба Кавказского военного округа, начальник Терской области и наказной атаман Терского казачьего войска, в своем очерке «Восстание горцев Терской области в 1877 году», Санкт-Петербург, 1896 год, отмечал, цитата: «Чечня в период долголетней борьбы с горцами на Восточном Кавказе представила для нас наиболее затруднений, потребовала наибольших жертв и усилий». Академическая Большая советская энциклопедия свидетельствует, цитата: «Наиболее активными и сильными противниками царского правительства при завоевании Северного Кавказа справедливо считались чеченцы. Натиск царских войск на горцев вызвал их объединение для борьбы за свою независимость, и в этой борьбе горцев чеченцы играли выдающуюся роль, поставляя главные боевые силы и продовольствие для Газавата, священной войны. Чечня была житницей Газавата. Николаевские генералы после ряда поражений поняли, что путь завоевания горцев Северного Кавказа лежит через Чечню. Большая советская энциклопедия, первое издание, том 61, Москва, 1934 год, статья «Чеченцы». Подобных свидетельств очень много. Например, Моше Гаммер, профессор, ученый-кавказовед, сотрудник отделения истории Ближнего Востока и Африки Тель-Авивского университета, автор целого ряда научных исследований по политической и религиозной истории Северного Кавказа, в своей работе «Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана. Москва, 1998 год» писал, цитата: «Из двух театров военных действий чеченский был более тяжелым. Именно там русские терпели главные поражения и несли наибольшие потери». Как пишет уже цитированный нами Гизетти, самые большие единовременные потери, которые понесла российская армия на Кавказе, включая и войны с Турцией и Ираном, случились в сражениях в Чечне. В первом случае во время ичкеринского похода генерала Граббе в 1842 году и во втором случае во время Даргинского похода графа Воронцова в 1845 году.